Я приглашаю на трибуну сербского нашего гостя, человека, благодаря которому наша конференция условно может быть названа международной. Это Божидар Митрович, кандидат юридических наук, профессор, председатель объединения сербов. Божидар Трифонов Митрович – доктор юридических наук, адвокат. Родился в 1953 году в городе Иванград в Черногории. Закончил юридический факультет Белградского университета. Там же в 1990 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Право рекламации в контрактах международной купли-продажи». Защита докторской диссертации состоялась на кафедре гражданского права МГУ имени Ломоносова в 1996 году. Тема ее «Рекламационное право» стала основой новой прикладной научной дисциплины в рамках договорного и гражданского права. Имя Божидара Митровича включено в энциклопедический словарь биографий «Видные ученые, юристы России второй половины XX века». В настоящее время заведующий кафедрой международного славянского и экологического права в Международном независимом эколого-политологическом университете Академии МНЭПу и адвокат Адвокатской палаты города Москвы. Он прочтет доклад на тему «Непрерывность славянской культуры от Липенского вира и культуры Винча до наших дней». Прежде чем начну свой доклад, хочу вам сказать одну миграционную глупость. В 10 и 6 классе учебниках, в российских учебниках для школ есть учение, что русские в 6 и 7 веках переселились с юга на север, в том числе из-под Дуная с Балкана. А в наших сербских учебниках нас учат, то есть наших детей, что мы в том же 6 веке переселились с севера на юг. То есть то, чего вообще не может быть. То есть никто никого не читает и так распространяют такую глупость, которая мешает. И таким способом исчезла наша история и ваша история до 6 века. Прошу дальше. Может быть, я кого-то разочарую, но в Европе существуют две цивилизации. Одна цивилизация рода, аз. Я считаю, что от этой конструкции раз, поскольку по-этрусски и по-лидийски писалось справа налево, и возникло слово ар, арийцы, поскольку слово «раз», откуда и слово «Россия», обозначало род первоначала. Это древнейшая цивилизация Европы, а другая цивилизация в Европе возникла в 509 году до новой эры, когда совершена латинянами, а по некоторым ученым рамнами народом, так называемая Римская революция. Это тоже было самое, что произошло с Троянской войной. Сельскохозяйственную цивилизацию рас или России сменила торговая цивилизация, определение человека к обществу через род заменено принадлежностью, то есть определением статуса человека не через род, а через территорию, и Сенат Римский провозгласил принцип «все жители территории Рима – римляне». Этот принцип существует до сих пор в западной цивилизации, то есть все жители Италии, итальянцы, хотя там до 19 века деревня с деревней не могла понять друг друга, поскольку это были разные народы. То же самое в Франции, все жители Франции, французы, то же самое и в Соединенных Штатах Америки, принят римский принцип, все жители Соединенных Штатов Америки, американцы. Этот принцип римский не действует в древнейшей цивилизации, которой является Россия и в том числе Сербия и сербский народ, поскольку у нас не все жители Сербии сербианцы или серби, и не все жители, слава Богу,
России русские. То есть Россия – это цивилизация толерантности различных народов и родов. Из-за этого в России сохранилось 180 народов, чего не может быть на Западе. Во всех западных языках слово «государство» происходит от латинского слова «статус». То есть как определяется статус человека? Через территорию. Так Соединенные Штаты Америки, state в немецком языке, штат, голландском тоже. Так что во всех западных языках от слова «статус» государство происходит. В России синоним слову «Россия» есть слово «родина» именно потому, что в основе слова «России» лежит слово «рас», то есть род, первоначало. Дальше увидим, что это есть первоначало, но если перевести этот синоним слову «Россия» на любой западный язык, получаем префикс «land», то есть «fatherland», «motherland» в любом западном языке, поскольку они понимают целостность и принадлежность человека, целостность именно через территорию. Дальше. Здесь раскрываем фактически самую большую кражу в истории человечества, а это исчезновение истории славян до V века. И я в своем докладе буду применять именно ту методику, которая применяется в уголовном праве, а это рассмотрение доказательств, поскольку имеем действительно сталкиваемся с самой большой кражей в истории человечества. Кто обвиняемый? Римская империя – это есть та цивилизация с 509 года, которая вытесняла и вытесняет православных славян, и обвиняемый по природе случая – это клерикальный правопреемник Римской империи, это Ватикан. Поскольку вы думаете, что Римская империя на данном этапе 20 и 21 года не существует, на самом деле она существует, поскольку римляне поняли, что очень дорого содержать военные лагеря на Балканах и других освоенных территориях, оккупированных территориях, и они поняли, что лучше завоевать умы людей и таким способом приобрести не только территорию, а приобрести и тех, которые защищают эту территорию, как хорваты, как поляки, которые ненавидят ту более древнюю цивилизацию Россию. Но и мы сами в этом виноваты, поскольку Отче наш и говорит: «Избави нас от лукавого». То есть мы приняли некоторые ложные учения, как это миграционная глупость, что мы куда переселялись в VI веке, хотя Драголюб Антич доказал математически, что в VI, и V, и VII веке не могло быть переселение, поскольку столько было славян, что им было необходимо столько еды и корма для животных, что такого не могло быть, чтобы в таком количестве переселились с юга на север или с севера на юг. Дальше. Россия – это действительно цивилизация, которая сохранила 180 народов, вопреки тому, что даже в 20 веке была попытка заменить народы, русский народ и всех остальных 180 народов на советский народ, на советских граждан, наподобие римскому концепту. Даже «Газпром» рекламировал «Все россияне», то есть такая конструкция, что я думаю, что вы и весь мир должен гордиться, что существует русский народ из всех 180 остальных народов, поскольку это уникальная вещь. Это и есть характеристика этой древнейшей цивилизации толерантности. Как создавались нации в Европе? Они создавались благодаря религиозным войнам, именно действию этой священной Римской империи. Я священной ставил в
кавычках, поскольку это злейший враг русского народа и русской цивилизации. Они создавались на принципе этой нации, как французы, голландцы и все остальные, на принципе cuius regio, eius religio. Чья религия, его и религия. Если правитель определенной религии был католик, то и религия была католическая. Если он был протестант, то и религия была протестантская. Этот принцип сегодня обернется против Европы правилом cuius religio, eius regio. Поскольку Франция – это искусственная нация, где сейчас, на данный момент, треть, наверное, это арабы из бывших колоний, и поскольку они более привержены религии, чем французы, то через какое-то время и Франция на основании такого подхода нетолерантности и неперсональной цивилизации, какой является Россия, они станут фактически не французская, французское государство. Божидар, извините, 15 минут до конца доклада. 15? 15. Я надеюсь, мы про культуру Винчи услышим. Ну, я об этом и говорю. Я все, что вам хотел сказать, это содержано здесь, в этом дереве. Поскольку в археологическом датировании и периодизации все есть, кроме дерева. Значит, хотя начало культуры цивилизации все связано с деревом. Вот видите, и Москва, она кольцевая именно потому, что все, что связано, и то, что я вам хочу сказать, это связано с деревом. Дальше. Я не буду говорить о доказательствах вытеснения православных славян, поскольку оно осуществляется тысячелетиями. Я здесь привел, когда вытесняли сербов как православных, как сегодня вытеснили 650 тысяч сербов из Хорватии, чтобы создали на принципе Римской империи однонациональное государство. Как сейчас вытеснили из Украины 850 тысяч русских, и никто об этом мире не говорит. Дальше. Я буду сейчас говорить только о доказательствах рас, то есть России, основах этой древнейшей цивилизации. Я вам расскажу, как возникло слово «культура» и каким-то образом это связано с Россией, как возникло слово «славяне», как возникла ноль и цифра, поскольку нуля и цифры не было до VI века, сколько не было свидетельства о славянах. Как возникло слово «Россия» и слово «право» и юстиция. Вот здесь как возникло слово «культура». Слово «культура» и «культура» в целом возникло из древнерусского сербского слова «коло», которое транслитерировано «куло» или «культ». Так что слово «коло» что подразумевало? Можете, даже в латыни это сохранилось, можете дальше показать. Слово «коло» представляло одну из вед мировоззрения, которое называлось разум. Так что разум было индивидуальное название для мировоззрения русского или славянского народа. Сейчас это общее определение для человечества, и древние славяне имели мировоззрение «все есть коло». Это было совокупность представления о движении земли, матери земли вокруг ее чада Ярила, или, точнее сказать, Арила или Аза, то есть солнца. Так что они, когда определили это единство, они видели, что это единство движения матери Земли вокруг Солнца, или, как мы сегодня представляем, гелиоцентрическая система, отражается на сечении дерева в виде годичных колец. В единственном числе это год. Значит, когда древние славяне раскрыли, сколько длится год воскрешения природы, они могли прийти с кочевнического на оседлый образ жизни и стали обладать высочайшей технологией тогдашнего времени, которая
которой технологии было название колодар. Мы сегодня эту технологию называем календар, то есть они стали обладать знанием, когда можно сеять, когда сжать урожай. Так что цивилизация человечества, она создана с деревом и связана с деревом и с величайшим продвижением в технологическом прорыве, в цивилизационном, поскольку они колесо стали делать благодаря этому понятию всемогущего коло. Так что, видите, здесь вы скажете в русском языке, слово «коло» не существует. Где находится это самое большое коло и самое красивое коло, созданное человечеством в мире? Никто не угадывает. Это храм, Покровский соборный храм. Видите, тайна русского храма – это доказательство древнейшей цивилизации, что Россия является древнейшей цивилизацией. Поскольку, видите, здесь пятикупольный крестообразный храм, он показывает фактически гелиоцентрическую систему. Два солстиция – это самый длинный день в году и самый короткий день в году. И фактически два равноденствия в году, а это представление Солнца. Дальше. Так что мы видим фактически то, что на Западе называют тайна русского храма, это первое воскресное значение этого храма, это годовой воскрес природы, и христианство, русские земли пришло через города, а крестьяне в деревнях называли себя крестьяне, поскольку они крестились еще тысячелетиями до появления христианства. Поскольку они что делили небо на 4 части, это был линия сверху вниз, это был знак солнца или ярила, линия вертикальная, горизонтальная, извините, она обозначала линию земли. То есть это древние славяне знали крест тысячелетиями до появления христианства, и зато они назывались крестьяне, и за это Ленин уничтожил деревню, поскольку это был символ этой сельскохозяйственной цивилизации. Дальше. Вот видите, второе воскресное значение, я не вхожу в религию, это воскресное значение, что предки, по мнению древних славян, воскрешаются рождением детей. Так что это толос, который в Греции это было значение мужского полового органа, поскольку они считали, ошибочно, что воскреснут именно если гробница сделана в виде мужского полового органа. Это Пиза, мне русский ученый физик объяснил, что это есть понятие пиша или мужской половой орган и символ эрекции и воскрешения предков рождением детей. Дальше. Когда возникло слово «культура», вот это жилищный комплекс древних славян в Лепенском вире. Дальше. Они имели из дерева построенную такую конструкцию, и 60-е годы прошлого века разорился скандал, когда раскрывали археологический раскоп Винча. Среевич, ученый, который руководил проектом, он утверждал, что это жилище равнобедренная трапеция, но он не учел этот угол бревна, закопанных в землю, поскольку этот круговой сектор – это основа средневековой архитектуры и строительства, зодчества русских православных храмов, которые сохранили именно тот принцип дальше. Поскольку, видите, это жилище было именно в виде такого кругового сектора. Дальше. Они жили на берегу реки Дуная, если представим это
Дунай, они отсюда видели, здесь гора, стационарный объект, они видели, что солнце, мать-земля рождает солнце каждое утро на другом месте, и таким образом они пришли именно к представлению о этом движении матери Земли вокруг своего чада, поскольку они считали, что земное и небесное идентичны, и они видели, что мать крутится весь день вокруг колыбели своего ребенка. Дальше. Слово «славяне» возникло из того же понятия, откуда и слово «культура», поскольку, видите, это русская надпись из VI века до новой эры, где глоссаторы римские ошибочно прочли «с», «л», «а», «в», «э», «н», «и». На самом деле здесь было написано «коло вени», то есть коло, движение матери Земли вокруг Солнца, творит венец жизни на земле. И из-за этого русский царь не имеет корону, а имеет венец, поскольку он обвенчан именно этим колом. В русском языке есть несколько ошибок, а в сербском языке, видите, только одна ошибка прочтено, это как «с». На самом деле было это коло вени. Здесь фонетические знаки, американская археологическая и написаны азбучными знаками. Так что никакой Кирилло и Мефодий не принесли письменно славян. Она существовала тысячелетиями до этого. Здесь американская археологическая экспедиция нашла каменный блок, стелу, написанную фонетическими знаками 5, 6, 7, 8 и идеографическим знаком, который Святислав Билбija, православный священник, точно прочел, что это буква «К», но что это идеографический знак, но он не сверил тот же русскую надпись, которая обозначала «коло вени». Здесь написано икавицей «вини коло». Так что несомненно, что слово «славяне» возникло из слова «коло вени» или «вини коло». То есть из этого мировоззрения. Дальше. Видите, это русская надпись «Золотая скрижаль из Пиргия», где именно было это слово написано «коло вени», а глоссаторы прочли как «славяне» или «словени» или по-русски «славяне». Здесь это надпись лидийская из XI века до новой эры, которая найдена в 1914 году в городе Сард. Это столица Лидии. На лидийском написано азбучным текстом. И здесь написано «вини коло». Дальше. Видите, это азбучный текст с идеографическим азбучным знаком, из которого именно, видите, северный и южный солнцеворот показан. Так что двуглавый орел именно происходит оттуда, поскольку два солнечных солнцеворота в течение года, как солнце возвращается с севера, идет на юг, и с юга на север, и творит то, что мы представляем как теофанию этого кола, которые представлены на Покровском соборном храме. Дальше. Святислав Билбija, он точно прочел, но не разъяснил это, как я объясняю вам. Почему, как и когда возникли ноль и цифры, я вам скажу укороченно, что ноль – это именно то мировоззрение древних славян, которое представлено на Покровском соборном храме и которое вы можете видеть на любом из часах, который самый распространенный храм в мире. То, что на Покровском соборном храме есть 4 больших куполов, это крест солнца, 4 маленьких куполов, которые вы, наверное, большинство никогда не замечали, это есть представление Земли, которая крутится вокруг Солнца, а на часах представлен и 3-й крест, это крест ночного солнца. И зато Швейцария, которая вся в горах, есть столица часового дела, поскольку в часах они выразили это древнейшее славянское мировоззрение, и Швейцария называлась Хельветия, что
есть латинизировано коло Вения, что есть синоним слову Россия, поскольку финны до сих пор Россию называют Венея, а это оттуда, что коло Вени. На средневековых картах Швейцарии вы можете заметить, что тот пространство, которое называется сегодня Швейцария, называется, если славянские карты, Рация, чтобы не было идентично, поскольку это действительно было Россия, а подтверждение этому латинские карты, где простор Швейцарии называется рутения, а все знаете, наверное, что металл рутениум и представляет есть название Россия. Так что мы все называем арабские цифры арабскими, но сами арабы очень честные люди, и они говорят, что это не их цифры. Потом они говорят, что это из Индии или из Индии, а на самом деле, видите, как сафира было, это тайный знак, цифра или ноль, это было одно и то же. Но на самом деле это было, есть коло, которое видите и на часах. 0 и 60 это идентично. Дальше. Почему до VI века нет следов славян или нет следов ноля и цифр? Существует ли связь между этими фактами? На самом деле, дальше. Идея и разъяснение находим в математике Месопотамии, где тайна, почему божественные цифры были 3, 5, 12 и 60. Никто не знает, по-разному объясняет, чтобы я вас не задерживал. Самая разгадка – это математика культуры Винча, которая распространялась 5500 лет до новой эры до 3000 лет до новой эры, хотя это непрерывность именно той культуры лепенского мира. Фактически в этой математике Месопотамии и математике культуры Винча были 3 креста, как в сельскохозяйственной цивилизации России древней эпохи, древние славяне или русские делили небо на 3 креста, чтобы следили за движением дневным и годовым движением Солнца. И они фактически на этом своем жилище, который круговой отсек, обозначали резами и чертами знаки передвижения Солнца. И это получилось чертовщина, поскольку из этих знаков слежения астрономического движения матери Земли вокруг Солнца получилось что? Получилась и азбука одновременно, и цифры, и ноль. Поскольку действительно для древних людей, если переносить смысл, и один человек то, что написано, прочел на одном месте, и другой 3 километра за этим прочел, это есть чертовщина. То есть из этих чертов 2 минуты. И резов дальше. И возникла и азбука, и цифры. Я перешел 3000 километров, чтобы что-то вам рассказал, и я думаю, что здесь неуместно мне ограничивать на 20 минут. Так что, простите. Дальше. И видите, это есть зело или ноль, поскольку дальше на азбучных часах за греков это была неприемлемая идея, поскольку они считали, что из ноля и из пустого места не может все проистечь, и они считали, что пустого вообще места нет в мире, поскольку развивали идею атомизма, что в мире все заполнено до атомов, которые не назвали мелкие частицы, которые мы только сегодня видим через микроскоп. Римляне ту же греческую концепцию приняли, христианство тоже приняло, и из-за этого нуля, как вечного воскреса, не могло быть до появления арабов, которые стали угрозой Европе и которые фактически ноль и цифры приняли от кого? От венечан, которые мы сегодня называем финикияне, а это есть эти арабы на восточном побережье Средиземного моря. Дальше.
Я прошу подготовиться, Николай Вот Николаевич, не помню видите, ничего. здесь 20 Мезенская секунд. роспись, которая именно выражает то, что и Покровский соборный храм, 4 больших куполов, это крест солнца, видите здесь крест солнца, и крест земли, это черное, который имеет движение, и земля движется вокруг солнца и творит годовой воскрес природы. Так что Мезенская роспись, она характерна в Архангельской области, поскольку христианство там поздно пришло. А вот видите, христианство в Покровском соборном храме сохранило то знание и древнейшее доказательство о России как древнейшей цивилизации. Дальше. И вот здесь доказательство той азбучной математики, поскольку не спорно, что азбука была основа число исчисления. Дальше я что хочу вам показать. Вот видите миниатюра, можете посмотреть на интернете. Это азбучные часы Лазара Хиландарца, который сербский мастер построил в центре Москвы в 1404 году. Если увеличите эту миниатюру, даже вы увидите, что азбучный знак «аз» находится на нуле, поскольку аз есть первоначало, и это 0. А советские, можете дальше, советские архитекторы и реставраторы, они не понимая славянского мировоззрения о первоначале, аз, раз, или род, аз, род первоначала, они проставили Суздале и на... Здесь не Покровки, а Полянки. На азбучных часах аз проставили на единицу, поскольку это величайший фальсификат латинский, что аз имеет цифровое значение единицы. Хотя Господин Дмитриевич, спасибо, нужно аз заканчивать. имеет Друзья, да, спасибо сербскому профессору Божидару Митровичу. Да, если можно, да, минут на 20. Простите, что